Здравствуйте, это «Вести Якутии» и я, Виктория Габышева. На нашем портале мы уже писали о ситуации, которая произошла 22-23 сентября в поселке Кызылсыр Вилюйского района. Позже сотрудник ГИБДД Пахомов написал заявление в прокуратуру, в Следственный комитет о том, что два гражданина, Оганесян и Мартиросян, нанесли ему телесные повреждения. Но была и другая версия, версия Мартиросяна. Пожалуйста. Он уже 21 вечером подъехала темная иномарка, микроавтобус. Типа оттуда с машины орал водитель: что тут стоим? Я ответил: а тебе что? Он типа: что не узнал? Я понял, что если спрашивает, не узнал, значит знакомый. Подошел, нет, а он в это время: что он не это? Помнишь, я же тебе штраф выписал, все такое. Уже естественно понял, кто он такой. Он был в гражданской форме. Он сидел в машине, он не выходил, просто окошко был спущенный. Естественно, в машину подошел, через окошко разговаривали. Он спрашивает меня, типа, что штраф заплатил? Я ответил его: да. Потом, типа, он: что, коньячка есть? Нет. Там я отвечаю: откуда там? Что, пиво купишь? А я его отвечаю, типа: сейчас-то не время, смотрел и поздно, негде купишь. Сзади человек дверь открывает: что такой правильный. Он тоже участвовал в избиении. Он, оказывается, они все гражданские были. Оказывается, он тоже полицейский. Я даже без понятия был, что он полицейским является. Я его говорю: мы разговариваем. Что разговор? Вы лезете. А рядом еще человек сидел с водителем, то есть с гаишником. Я не заметил, он просто лежал, кресло спущено было, он лежал. Я не заметил, и мне, в принципе, не интересно было, заглянуть их, сколько там человек. Он встает, типа: ты кто такой, сука, чё охуел, и там тере-пере. И водитель тогда, этот гаишник, он газанул, уехали. И ночью, А? и ночью они пришли вот такой большой бригадой, всех избили, да? Не в эту ночь, через день. Через день. Это получилось 21 вечера. Они к нам зашли 22-23 ночи. Сама ситуация, она ужасна. Я приехала оттуда 2 дня назад, и вот до сих пор никак не могу прийти в себя. На встречу мы приглашали представителей всех федеральных структур. Но, как видим, представителей МВД у нас нет. Потому что, в общем, нет, хотя мы их звали, и звали сотрудников ОСБ. Но, тем не менее, они, видимо, решили просто не появляться здесь, в студии, потому что или сказать им нечего, или как. Они вели с нами долгие переговоры о том, что на самом деле ситуация была не такая, а совсем другая. Нету здесь, в студии, сегодня и сотрудников аппарата, уполномоченного по правам человека. Мы так поняли, что этот аппарат совершенно забюрократизирован, потому что они сказали, что нужно было, в общем, давать им приглашение за 3-4 дня, чтобы они смогли подготовиться, а так с колес они не могут явиться и не могут сказать свои комментарии. У нас присутствует представитель Министерства гражданского общества Иван Луцкан, адвокат Виктор Яковлев, председатель армянской общины Андраник Наваян и журналист Якутска вечернего Надежда Сивцева.
Ну, прошло 8 дней со дня избиения, и мы видим, что все еще на лице Мартиросяна страшные кровоподтеки. И на теле у него, на спине, прямо следы от дубинок отпечатались. И несмотря на то, что прошло столько дней, ничего не прошло. А если мы посмотрим фотографию Пахомова, то есть потерпевшего с точки зрения МВД, то на лице у него ничего нет. И, в принципе, мы считаем, наше мнение, что то, что его избивали, это было надумано. То, о чем сейчас сказал Мартиросян. Что это была просто защита. Получается, что сотрудники полиции, они притащили 2 строителей к себе в участок, просто повеселились, всю ночь пили алкоголь и, так сказать, повеселились. Да? Утром они обнаружили, что сильно перестарались и, очевидно, решили просто как-то замазать этот конфликт, вот эту ситуацию, и решили ее перевернуть. То есть, получается, действовать на опережение и сказать, что вот случилось именно так, что это не мы их избили, а вот нас избили, и Пахомов потерпевший. То есть придумана это была ситуация для того, чтобы ну, как-то защититься уже, потому что видно, что это, в принципе, это уголовное дело. Я думаю, что сейчас мы дадим слово Андранику Альбертовичу, председателю армянской диаспоры. Как бы вы вообще прокомментировали эту ситуацию? Что вы можете сказать? Спасибо, здравствуйте. Ну, я как услышал эту ситуацию, это действительно со стороны человеческой, это не человеческие поступки. Я думаю, что каждый из нас знает, вот, ну, кто в таком возрасте, который жили тогда в советские времена, было такое, что говорили, что моя милиция меня бережет. Сегодня приходится так думать, что ну, приходится уже бояться своей милиции, которой мы так надеемся, которые они работают, чтобы защищать права граждан там, от хулиганства. Но сегодня я вижу, это есть, я не побоюсь даже сказать, именно хулиганские действия, это идет с их стороны. Я думаю, что вот то, что они спровоцировали все это, вот то, что вот получилось, это однозначно их выдумки, что ребята избили там гаишника, там нос сломали или что. Просто тут ясно, понятное дело, что это формулировка такая, чтобы лишь бы спасти там от своих действий там. Каждому понятно, настройки ребята работают, какой может быть столкновение этот день. Да, допустим, до этого дня был какой-то там, ну, штраф, там, протокол. Но этот же день он за рулем не был, никаких инцидентов. Какой может быть между гаишником и строителем, который работает на стройке? И притом стройка рядом, их дом рядом, и магазин рядом. Ну, приехали, кто не знает об этом? Ну, каждый из нас знает об этом, что если что-то, тем более в районе. У нас в городе так часто случается, когда и наезжают полицейские, грубо разговаривают, а там в районе тем более. Но просто после этого инцидента, когда я узнал об этом, собрал собрание у нас, ну, довольно большой зал у нас в культурном центре у нас, и собрались очень много людей, и все решили одним голосом, что это дело так оставлять не надо. Если будем так оставлять сегодня на одной стройке, завтра другой скажет, вот как хорошо, можно и побить, поиздеваться. Можно сказать однозначно, все решили, что будем мы сегодня жаловаться, и в Москве будем писать. Если здесь ну, власти не будут какие-то меры принимать, чтобы было какое-то наказание. Даже, допустим, если ну, что-то там, они непослушные, там, что-то там натворили наши ребята, ну, их право, чтобы надеть наручники и привести полицейский участок. Не то, что там взять дома избивать, потом там издеваться. И вот мы сегодня решили обращаться к вам, вот, как правозащитницу. Вот сегодня, ну, потому что куда ни пойдешь, везде двери на лицо закрывают. Потому что вот, ну, не русские и все. Ну, бывает такое там, вот, приезжие, зачем приехали, и они там неоднократно кричали, зачем сюда приехали, давайте уматывайтесь отсюда. Ну, вот как мы не стараемся вот с нашим министерством вот, по развитию гражданского общества, да, вот, чтобы было нормальное отношение, что в городе, что в республике, ну, не было этих вот, ну, национальных моментов,
Но сегодня так получается уже, ну, как бы не со стороны людей, а со стороны полицейских это получается. Я бы хотел обратить внимание всем, что ну, все инстанции, где вот, ну, нужно, чтобы этим занимались, мы будем добиваться этого, чтобы этот вопрос просто так не оставался. И средства массовой информации, вот обращаясь к Надежде Сивцевой, там, и все, и вам, всем остальным, чтобы ну, такие моменты нужно обращать внимание. Потому что, да ладно, ну, можно сказать, там, если на улице двое гражданских, там, ну, бывают стычки, проблемы, моменты. Где не бывает такое? Сегодня со стороны полицейских это все происходит. А как обычные граждане будут реагировать на это? Вот, в принципе, все. Если мы обратились к вам, если не будет взято во внимание вот этот инцидент, ну, мы будем дальше писать, обращаться вплоть до администрации Путина. Что, ну, в нашу посольство я уже обратился, написал заявление от нашей диаспоры. Вот. Что, ну, тут такое творится. Ну, я думаю, что раньше у нас национальных конфликтов не было почти, и самый спокойный регион, можно сказать, благодаря нашему руководству. Но сегодня со стороны властей, ну, это, представителей наших правоохранительных органов, такие моменты, это непростительно, я думаю. Пусть возьмут во внимание. Спасибо. Ну, я думаю, что это лежит немножко в другой плоскости. Независимо от того, были это Мартиросян, Оганесян или там Петров, Иванов, Сидоров, да, речь о том, что милиция, в милиции работают просто беспредельщики, и что в полиции, и что действительно, вот вы сказали вначале, что моя милиция меня бережет, сейчас это интерпретируют, как моя полиция меня заберет. И, конечно, показательно, что нету здесь у нас представителей МВД, хотя мы к ним неоднократно обращались, и, конечно, уместно было бы сейчас выслушать их, но так как их нет. Перед началом передачи мы попросили дать официальный комментарий представителей Следственного комитета и прокуратуры республики. Давайте посмотрим. Да, действительно, обращение данных граждан к нам поступило. Обращение по факту применения насилия со стороны сотрудников полиции Вилюйского района. Хочу отметить, что нами проводится по данному факту доследственная проверка, процессуальная проверка, однако она начата еще несколькими днями ранее по публикации, которую выявили мои коллеги в средствах массовой информации о применении насилия вот к этим данным гражданам. Я хочу сказать, что следователи в настоящее время изучают доводы всех сторон. По данному факту проводится, конечно, тщательное исследование, изучение доводов и той, и иной стороны. Поэтому в установленный законом срок мы примем соответствующее процессуальное решение по данному факту. Это обязательно. Кроме того, я бы хотела сказать, что ранее в отношении данных граждан нами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту применения насилия в отношении представителя власти. Каким образом связаны эти события, не связаны они, следствию предстоит выяснить, и я думаю, что мои коллеги примут установленное законом обоснованное, грамотное, профессиональное решение. Могу сказать о том, что данные все сообщения были направлены в прокуратуру, которая непосредственно осуществляет надзор на территории района, где произошел данный случай. В настоящее время данное сообщение зарегистрировано в КРСП Следственного комитета, по нему организована доследственная проверка. На сегодняшний день пока что рано делать какие-то поспешные выводы. Я полагаю, что по результатам доследственной проверки будет принято законное обоснованное решение. В случае, если оно будет не соответствовать требованиям уголовно-процессуального законодательства, уголовного законодательства, то прокуратура незамедлительно примет меры прокурорского реагирования. Сейчас выслушаем Ивана Луцкана, представителя Министерства гражданского общества. Спасибо, Виктория. Ну вот я соглашусь с вами, что здесь конфликт не носит какой-то национальной окраски. Мог быть, допустим, на этом месте любой человек. Значит, неважно от национальности, то, что вот Андрей Никольберович сказал, здесь я с ним не совсем соглашусь, в честь того, что не русские идеи. Да? Мы, наоборот, проводим такую работу, что у нас всем национальностям был равный доступ ко всем правам. Собственно говоря, это гарантировано у нас по Конституции Российской Федерации. И здесь надо четко понимать, да, что есть закон. Да, есть и Конституция как основной наш закон, есть закон о полиции, который был принят в 2011 году, новый закон, который четко определяет гарантии права полицейского и гарантии права человека по Конституции. Было ли там
применение более физической силы, чем это положено, да, вот судя по тем видеокадрам, что вы сказали, да, вот мне как человеку здесь полностью занимающему нейтральную позицию, потому что я не был ни свидетелем, как говорят, свечку не держал при этом случае, ни там занимающий сторону там армянской диаспоры, да, нужны конкретные факты. Факты, вот именно, вот вы предоставили одни материалы, да, допустим, из средств массовой информации мы видим альтернативную версию со стороны МВД республики, но если такие факты имеются, там же ведь было сказано о чем? Об алкогольном опьянении, да, этих товарищей, потом об алкогольном опьянении не только сотрудников полиции, но и самих, да, потерпевших, да, которых сейчас мы обсуждаем, да. Вот все эти освидетельствования и так далее, они проводятся в рамках закона. Вот то же самое, когда вы сказали про мочу, порошок и так далее. Ведь акт освидетельствования составляется при наличии свидетелей и так далее. Вот было ли это? Вот мы об этом, допустим, с вами, я думаю, здесь не знаем. Мы не можем об этом сказать. Точно налицо было или нет. Что же касается правомерности и неправомерности действия сотрудников, то вот здесь до начала программы был представитель Следственного управления, Следственного комитета, который, собственно говоря, занимается этим вопросом. Это совершенно другой орган федеральной власти. Они осуществляют как раз всю проверку этих, и они должны дать ответы на вопросы. Потому что они в этом плане тоже независимы. У нас были случаи, когда возбуждались дела и в отношении лиц, которые применяли физическую силу в отношении представителей власти, так же, как и наоборот, когда представитель власти превышал свои. То есть здесь какого-то там, допустим, факта сокрытия, думаю, нет. Потому что случаи такие были, и уголовные дела возбуждались, и они доводились до суда. Это вот то, что мы знаем из средств массовой информации. Конечно, то, что вы показали, просто как человека, вызывает определенные эмоции, так? Но опять же, я говорю о том, что всегда нужно смотреть две стороны вопроса. Причину, следствие, из-за чего это возникло, из-за чего был конфликт и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы не там, не говорить голословно, только армяне виноваты или там только МВД виноваты. То есть здесь надо разобраться в этой ситуации полностью, иначе это будет просто там в одну сторону только бросать. Вот здесь, наверное, вот такая позиция. Но получается, на сегодняшний момент обвиняемые это Оганесян и Мартиросян. Сегодня должна рассматриваться мера пресечения в отношении них. Да? Очень сложно было найти переводчика. Я думаю, что сегодня все-таки этот вопрос урегулировали. По видеоконференц-связи переводчик будет предоставлен. И содержались под стражей как раз Мартиросян и Оганесян. И, собственно, МВД стоит на позиции той, что потерпевший – это сторона полиции, что вот Пахомов, сотрудник ГИБДД, невзирая на какие-то наши взывания, да, то, что мы звонили и собирались предоставить все материалы, документы, они склоняются к тому, что виноваты как раз Мартиросян и Оганесян, то есть строители. А сотрудники полиции, в принципе, они даже не рассматривают такую вероятность. Мы разговаривали с Константином Константиновичем, он сказал, что прямо делает нам одолжение, и служебную проверку он пошлет туда, в Вилюйск и в Кызылсыр. Но, тем не менее, по сегодняшний день там этой служебной проверки нет, так что можно сомневаться в его словах. И, собственно, сам Неустроев, замминистра внутренних дел, он вообще большой конспиратор. Было, собственно, и в Якутске вечернем то, что, допустим, преступления, которые совершались сотрудниками МВД, тщательно скрывались, как, например, с ППСником, который пытался изнасиловать своего ребенка. Константин Константинович, он собирал спешно совещание для того, чтобы скрыть этот факт, и давал указания сотрудникам, чтобы они сделали все, чтобы заявление забрали, чтобы это не ушло в СМИ, но тем не менее в СМИ это просочилось. И я думаю, что сейчас МВД просто пытается очистить мундир, и для них это приоритетно, для них это главное. А то, что, допустим, люди пострадали, а то, что у них вот такие кадры, для них это совершенно вторично, второстепенно, лишь бы, вот, допустим, лишь бы там пятнышко на мундир не упало. Вот. И, значит, мне хотелось бы, чтобы прокомментировал ситуацию юрист.
С какой стороны, да? Ну, какую перспективу вы видите? Вот сегодня, да, была еще такая угроза, я разговаривала с адвокатом, и получается, что он не уверен, что ребят не закроют, не оставят, вернее, выпустят из-под стражи, потому что сейчас, в настоящий момент, они обвиняемые. Вот, допустим, Мартиросян, он понимает эту ситуацию, а Санасар, он попал туда совершенно случайно, только потому, что он был молодой. А скажите, пожалуйста, сколько вам лет? 21. А как вас зовут? Санасар. Санасар, а можете прокомментировать, что было с 22 на 23 сентября? Ну, как обычно, ночью мы спали после работы. Было примерно после 2 часов. На время я не смотрел. Я проснулся от крика, то ли от удара, это точно не могу сказать, не помню, как было. Так, и под оружием начали нас избивать в комнате, кто было. Был я, отец, Аганес Аганесян, наш шофер был, Гарник, новенький Хачик был, он только всего лишь день там был. И еще это Григор был. Так, под оружием, ну, сказали на пол быстро, и это избивали нас, двоих именно. Много нам дошло, молодых, короче, нас двоих. Ну, это, начали избивать и сказали быстро переодевайтесь, пошли с нами. Даже не дали мне переодеться, я это, что нашел, то и одел. Сказали, одевайся быстрее, считаю до 3. Я не успел ничего, там, что нашел, короче, то и одел я. Сапоги рабочие, куртку рабочую, грязную даже, и джинсы, которые лежали на кровати. Это одели, короче. Так, на лестницах нас тоже били. В машину, когда сели, их было еще человек 6, по-моему, насколько я помню, точно не могу сказать. В машину, когда мы сели, там тоже начали избивать, издевательски даже в лицо. Сказали, смотрите на пол смотрели. Сказали, не так, нормально смотрите, и в лицо ногами пинали. При этом они что говорили? Так, в доме еще это, когда, ну, зашли, сказали старого не трогать. Ну, моего отца это имели в виду, Аганеса. Он это наш старший, короче. Ну, когда увидел, когда сына бьют в лицо, извините за выражение, он сказал, суки, в морду бьете, что ли? Его тоже начали бить в живот 2-3 раза. Он крикнул «Ах!». Это я услышал. Это было очень, большая душевная боль была для меня. И для отца тоже, думаю. Ну, не думаю, это так есть. Избивать перед ним сына так жестоко. Между собой сотрудники говорили, берем молодого, да? То есть Санасар, он вообще, ну, не при делах, как говорится. Вот. Ну и есть такое мнение, что их могут сейчас закрыть. Ну вот что вы можете сказать, как вот эти нарушенные права, как их восстанавливать? Спасибо за приглашение. Раз относительно данной ситуации, да, поясню так, что с точки зрения закона, конечно, если имеются факты, какие со стороны сотрудников, скажем так, правоохранительных органов, да, то, что они являются потерпевшими в данном случае, и в отношении применения меры, там, физического воздействия и так далее, то в таком случае, конечно, с точки зрения уголовно-процессуального законодательства, то все идет так, как необходимо, то есть правильно, то есть с точки зрения закона. Но при этом нужно учитывать и ситуацию, что же возникает вопрос, и что делать тогда с самими молодыми людьми, то есть им тоже был причинен физический вред. Соответственно, и в отношении кто-то в этом виноват. Они же не сами получили, наверное, определенные синяки, там, скажем так, у них же телесное повреждение не просто так возникло. Это видно, что даже из видео, и так, наверное, все читали эти комментарии, которые были уже даны в средствах массовой информации. И возникает второй вопрос. Что делали правоохранительные органы ночью с 22 на 23 число, в этом общежитии вообще? Это что было? Это обыск, решил осмотр места происшествия, либо выемка какая-то. Какое процессуальное действие вызвало? То есть непосредственно явку
явиться, там сколько их было, 6-7, да, человек? 6. 6 человек, да. Для того, чтобы провести какой-то осмотр места происшествия, достаточно следователя, криминалиста, грубо говоря, там, ну и еще, скажем так, 2 оперуполномоченных. То есть 4 человека достаточно. А в данном случае, и при том с органами криками, я так понимаю, все это происходит, и последствия имеют место быть, да? То есть это последствия, это имеется в виду физические травмы, которые были нанесены, и это видно. То есть тут говорить о том, что они просто так упали там 2-3 раза на одно и то же место, это невозможно. Это раз. Во-вторых, то есть в-третьих, да, и в-третьих, скажу, что, конечно, им нужно достаточные меры принять для защиты собственных прав, то есть своих. Это обратиться в соответствующие органы, но при этом, да, я хочу обратить внимание, что сотрудники полиции и как и следователи, кто-то в принципе должен быть независим, он должен был и принять и доводы, и показания вот этих как раз таки, скажем так, обвиняемых на сегодняшний день со статусом, да, и направить соответствующие сообщения и материал по подследственности, то есть Следственный комитет, а не ждать того момента, когда же они напишут заявление, то есть и Следственный комитет просто в руки возьмет. Такого не должно быть на самом деле. Соответственно, тут тогда начнется, грубо говоря, ну, объективное расследование данного события. То есть кто, в чем и чьи действия были совершены правомерно, неправомерно. Да? Не исключается, что, может быть, данный факт был вызван, конечно, грубыми, ну, скажем так, нецензурными словами и с этой стороны. То есть никто этого не исключает, соответственно. И из этого возник такой конфликт. Но возникает вопрос все-таки, что же делали правоохранительные органы с 23 на 22 на 23 число, чтобы явиться с таким намерением. И я так понимаю, что здесь какой-то подтекст все равно имеется. Но и по моему личному мнению, тут считаю, что все-таки, мне кажется, интерес он той и той стороны и причина данного конфликта более глубже. То есть не в том, что кто-то кому-то сигареты не купил, или не в том, что кто-то бутылку пива или коньяка купил, не в этом. Мне кажется, куда глубже. Так, конечно. В порядке поведения людей, скажем. Ну да. Ну и, собственно, таких вот сотрудников полиции мы имеем. Это, ну, в общем, это ужасно, наверное. Так, а теперь мы немножко послушаем Надежду Сивцеву, журналиста Якутского вечернего. Ну, может, у вас появились какие-то мысли по этому поводу? Ну, меня, во-первых, интересует, по какой статье их обвиняют сейчас. 318. Получается, применение насилия в отношении сотрудников. Нет. Да. Сейчас они по решению суда находятся в изоляторе или где? Нет, сейчас еще не избрана мера пресечения. Получается, что долго не могли найти переводчика. Сегодня его должны были найти. И до этого их просто отпустили. Они находятся в Вилюйске под подпиской. Ну, еще подписки нет, они просто ждут суда. И то, что они ждут уже 10 дней, 9 дней, говорит о том, что они никуда не собираются ни убегать, ни скрываться, что они там собираются ждать суда. И очень хотелось бы надеяться, что мера пресечения будет избрана адекватная, то есть, что их не возьмут под стражу, тем более, что им необходимо сейчас медицинская помощь. Свое мнение, что я могу сказать по этому поводу, я не общалась ни с той, ни с этой стороны. Хотела бы услышать, конечно, что думает по этому поводу сам МВД, отдел собственной безопасности, как они проводили расследование, да? Посмотреть характеристику вот этого сотрудника ГИБДД. Может быть, до этого у него были взыскания, такие подобные инциденты были возможны. Вот. Так что трудно тут сказать однозначного ответа дать. Но то, что пострадавшие сильно избиты, да, это уже невооруженным взглядом видно. Вы сказали, что они находятся на подписке о невыезде, да? Ага. То есть в отношении них сейчас хотят применить меру пресечения в виде заключения под стражу? Нет. Они просто мера пресечения. Нет. Сейчас мера пресечения еще не избрана. То есть до сих пор не избрана еще мера пресечения. Нет, я просто оговорилась. Единственное, что добавить как раз к выступлению адвоката, да, вот по поводу поведения людей. Да, у нас в целом многие конфликты возникают из-за недопонимания друг друга.
Кто-то слово что-то не то сказал, где-то это слово за слово, потом, учитывая характер и менталитет каждого человека, у нас возникают конфликты из ничего. Иногда вот да, идешь по улице, там сигареты есть, да, а нету, ну все, вот на тебе. Это уже заведомо, если у человека там есть цель, да, совершить там преступление, он это сделает. А если это просто там, ну, допустим, резко ответил там и так далее, вот пошло слово за слово, вот тебе конфликт. В этом плане нам, ну, может быть, это как, вот мы такой уже на протяжении там 2 лет, вот сколько мы работаем, да, вот по национальным каким-то, в целом уже выработали, что нам нужно самим где-то, ну, учиться находить общий язык друг с другом. Без этого никак. Может быть, вот этот конфликт бы и не состоялся, если бы там вот это слово бы за слово бы не пошло, может быть, оно бы и не дошло бы до этого абсолютно. Может быть, просто на словах бы это все разрулили и закончилось бы. Может быть, я говорю. То есть это как... То есть, да, вот я говорю, тут надо понимать, он же ведь в своем выступлении говорит, я понял, кто это, значит, он уже понял, что это сотрудник полиции, и может быть, где-то здесь надо было, может быть, где-то аккуратно в словах и так далее, и все бы у нас бы решилось. Благополучно, может быть. Я говорю, я никого здесь не выгораживаю, просто говорю по ситуации, вот то, что вы видели на экране, о том, что вы сказали, Виктория и коллеги. Андраник, говорит, что... Ну, то есть Следственный комитет сейчас взял же, да? Иван, я думаю, что не было бы ничего хорошего, да? Дело в том, что получается, что они заведомо пошли на конфликт. Во-первых, когда сотрудник полиции вымогает, а иначе это никак по-другому не назвать, и заставляет, требует купить пиво, это уже превышение полномочий, так? А после этого они просто пошли сознательно на конфликт. Не Мартиросян шел на конфликт. Пошли сотрудники полиции специально для того, чтобы возникла такая ситуация, чтобы потом впоследствии, то есть у них это, возможно, родилось спонтанно, а может быть и была какая-то договоренность, чтобы была причина просто ворваться в это общежитие и просто избить безнаказанно людей. Безнаказанность. Получается, что сотрудники МВД очень часто, пользуясь своими, ну, скажем так, они считают полномочиями, да, своей властью, данной законом, как они считают, хотя, конечно, вообще-то такого права они не имеют, но тем не менее они считают, что возможно зайти, допустим, расправиться со спящими людьми, вытащить, значит, 2 молодых людей, они же били их всю ночь. Они били их всю ночь, они издевались над ними, они чувствовали от этого, ну, я не знаю уж, какое-то удовлетворение. То есть мы говорим уже, я думаю, о садизме. Да? То есть это не был просто вот такой вот промежуточный конфликт, то есть они специально придрались для того, чтобы потом впоследствии, ну, вот, как бы повеселиться. Да? Вот. Они планомерно к этому шли. Я так считаю. То есть тут не было неосторожности в словах. Я не знаю, чтобы люди там специально вот хотели, вот, чтобы зайти в общежитие, но это я не знаю, кем надо быть, чтобы уже целенаправленно, вот, чтобы избить, чтобы там вот... Я думаю, там вот это весь клубок вот он накатился, и он вылился в то, что вылилось. Ну, если не хотели бы избить, ну как они тогда, зачем 3 часа ночи пошли туда и начали бить? Ну, можно было прийти, наручники одеть и привезти туда. Подождите, Иван, вы обратили внимание, Мартиросян сказал, что они пришли на следующий день. То есть это было не спонтанно, то есть вот люди разозлились, пришли и там вот надубасили, да? А то есть получается спустя какое-то время, у них было время подумать, у них было время оглядеться, то есть это не было вот спонтанный взрыв эмоций, да? То есть они планомерно просто пришли с дубинками, с оружием к спящим людям. Они выбили дверь. Несмотря на то, что они там вот пишут, допустим, да, в своих показаниях о том, что мы пришли, дверь была открыта, никто не спал и так далее, на самом деле все люди показывают, что это была глубокая ночь, люди спали, и когда по людям дубинками, по спящим, я не знаю, там была такая ситуация, как, например, на глазах у отца избивали сына, и увели его, вот это вот второй потерпевший, Санасар. То есть мы говорим тут уже не просто о превышении полномочий, и просто кто-то кого-то не понял, да, а просто, не знаю, о садизме. Но это очень глубокая тема, я думаю, да, и все равно я думаю, что в следующий раз у нас здесь в студии появятся представители МВД, и мы сможем задать вопросы им, глядя им в глаза, почему вот
Но у вас была есть возможна такая официальный ситуация. ответ какой-нибудь? Официальный ответ у нас есть. У нас официальный ответ, у меня его сейчас вот здесь нет в руках, да, но там сказано, что на самом деле ситуация была совсем другая, и что граждане Армении избили сотрудника ГИБДД. Сейчас разбирается с этим Следственный комитет, а мы дали, ну, в общем-то, якобы недостоверную информацию, и сейчас нас вызывают в отдел собственной безопасности. Но все равно возникает еще один вопрос. Ну хорошо, ладно, была бы версия их истинная, да, вот версия МВД, но разве это основание и повод причинять телесный вред? Ну тут мотива нету у армян, армянских строителей, да, нет мотива избивать сотрудника полиции. Да, конечно. Конечно, Ну, не нету за рулем мотива. был, да, ну. Получается, что штраф был уплачен. Они же допустим, понимают, да? что они находятся еще и как бы Да. на другой территории. Да, конечно. Они всегда стараются тише воды, ниже травы быть, чтобы никаких проблем не было. Это даже не в городе, а в районе, сами знаете, там никакой защиты, да. Ну вот, хотя бы вот, ну, полицейские не то, чтобы, допустим, вот, ну, вышли бы на связь, там, ну, давайте там как-то, ну, наладить этот вопрос, да, уладить. А тут еще и хотят посадить ребят. Ну, как так? Избить такой степени, да, такой, еще и уголовное дело на них. Ну, это такая вот, спровоцировали такой момент, чтобы там, ну, написать заявление. Видели, что переборщили они, однозначно. Ситуация связывается, скажем так, совершение преступлений, ну, не граждан Российской Федерации, да, вот они всегда выходят, следователи, как правило, да, обычно выходят на связь как раз таки на председателя общины. То есть и сообщают данную информацию. Ну, на меня выходили, только требовали переводчика. Дайте нам переводчик, дайте. Ну, я сказал, который имеет право переводить, она в Армении сейчас. Вот Рузанна, который переводит, она диплом у нее все там. Выходит на связь, о чем говорит? То, что выходит на связь обычно на председателя и сообщает, что такое-такое лицо совершило преступление. А в данном случае такого нет. Нет, Даже так, то есть. только переводчик просили. Давайте переводчика. И очень хочется вообще жить в такой стране, где любой гражданин России или ближнего зарубежья просто ходил не вот так вот тише воды, ниже травы, как вы говорите, да, а просто с высоко поднятой головой, просто как человек. И давайте сейчас вот не будем делить на национальности, да, это мог быть любой человек, и в такой ситуации может быть оказаться. И, Господи, сколько таких случаев, я могу привести просто десятки, когда это были и таджики, и якуты, и русские, когда в участке били, пытали, заставляли написать признательные показания, и в конце концов кто-то должен этот беспредел остановить. Да, кто-то должен остановить, ну. А передачу я хочу закончить следующим. Когда я выезжала из Вилюйска, ко мне подошел человек. Он не представился, несмотря на то, что я его об этом просила. Он просил не вмешиваться в эту историю. Он прекрасно меня знал, он знал, кто я такая. И он сказал, что мы здесь во всем разберемся сами. И что не надо защищать каких-то гастарбайтеров, зачем мне это нужно. Но мне хочется, чтобы здесь, в Якутии, каждый из нас, каждый человек чувствовал себя защищенным, свободным, чтобы он не мог опасаться за свое здоровье, за свою жизнь. И если мы позволяем такой произвол в отношении кого бы то ни было, мы допускаем, получается, мы допускаем этот произвол в полиции, и это может коснуться каждого из нас.